На конкурс принимались материалы, опубликованные на абхазском и русском языках, в республиканских, городских, районных и независимых печатных изданиях, а также прошедшие в эфире на телевидении и радио в 2017 году. Работы могли быть различных жанров – очерки, зарисовки, интервью, статьи, репортажи, документальные фильмы. Всего было представлено 57 материалов. Квалифицированное жюри оценивало глубину раскрытия проблемы, аргументированность изложения, выразительность и доходчивость публикации. Конкурсом предусматривались и денежные вознаграждения. Премия за первое место составляла 20 тысяч рублей, за второе – 15 и третье – 10 тысяч рублей. В конкурсе «Лучшая журналистская работа 2017 года» первой премии был удостоен журналист Виталий Амарщин за статью «Если не удастся достичь единства». Две вторые премии присудили Манане Кокускер и Дмитрию Габелия. Работы журналистов Лейлы Пачуля, Эсмы Арджения, Анны Гуни и Адгура Гунба отметили третьей премией конкурса. Моя работа, которая победила в этом конкурсе, это тема русских детей, которые усыновили в абхазской деревне Кутол. Ребята, которые обрели семью, и семья, которая обрела детей. Очень позитивная тема, и мне очень приятно, что эту тему заметили, потому что она, во-первых, она вообще о любви, эта тема, о доброте, она о смысле жизни, она о детях. Эта тема о проблеме отцов и детей. Там все в совокупности, но в итоге дети обрели семью и, как говорится, настоящий счастливый такой конец. За статью «Боль», являющегося совместным трудом Союза журналистов и Госкомитета по репатриации, жюри присудило первую премию Гугуци Джикерба. На втором месте работы журналистов Лилианы Яковлевой и Анастасии Никоновой. Третья премия присуждена Саиде Жиба, Бадри Исява и Ирме Адлиева. В первую очередь я хочу, конечно же, поблагодарить Союз журналистов Абхазии за столь высокую оценку моей работы. История о Аслане Гечеве – это молодой парень, который родился, вырос в Сирии. Но когда там началась война, он был, в силу своего возраста, он был вынужден уехать вместе с семьей, вернуться на свою историческую родину в Абхазии. Здесь он пробыл около 2 лет, но все это время его не покидала мысль о том, что та страна, в которой он родился, находится в огне, что там погибают его друзья, близкие, и он решил вернуться туда, взять в руки оружие и стать на защиту своей страны. За лучшую журналистскую работу по банковской деятельности первой премией была удостоена корреспондент Абаза ТВ Надежда Боровикова, а 2 вторые премии вручили Эсме Джикерба и Заире Цвижба. Первый конкурс, в котором я участвую с тех пор, как я стала журналистом, то есть за 3 года, и это первая победа, естественно. Очень благодарна Союзу журналистов за то, что такие конкурсы появились, и это очень большая поддержка и мотивация для журналистов работать дальше. Ну и, конечно, Национальному банку за то, что совместно они учредили такую премию и оценили мою работу так высоко. Мне очень приятно. Главная цель конкурса – повышение журналистского мастерства работников СМИ, раскрытие наиболее актуальных тем во всех сферах жизни абхазского общества. Я хотел бы от души поздравить вас, дорогие коллеги, с замечательным профессиональным праздником, пожелать вам счастья, добра, творческих свершений новых. Вы в самые трудные, тяжелые для Абхазии годы отстояли свою позицию нашего народа, нашего государства. Союз журналистов объявил новый конкурс, посвященный 25-летию Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии. Алика Трапш, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.